Приветствую всех, кто сейчас слушает радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский. И в этой части нашей программы мы будем говорить вот о чем. Центральная избирательная комиссия Украины подсчитала 100% электронных протоколов. И выясняется, что президентом Украины побеждает на голосовании во втором туре Владимир Зеленский, который набрал свыше 70% голосов тех, кто пришел на выборы. На 30 апреля объявлено уже официальное подведение итогов, но уже сейчас можно говорить вот о чем. Можно говорить вообще о том, что ожидают граждане Украины, а также те граждане Украины, которые проживают на территории аннексированного Крыма, а также что ожидает от нового президента? Так что ожидает от нового президента партнеры Украины? Что ожидают те страны или истеблишмент тех стран, которые доброжелательно относятся к Украине? А что ожидает, например, и соседняя Россия от нового президента Украины? Вот будем сегодня со всем этим разбираться. Кстати, сегодня же о своих ожиданиях заявили во время пленарного заседания Верховной Ради Украины сразу несколько фракций Верховного парламента Украины. Выступили они там с требованиями к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, и сейчас они, по крайней мере, требуют от него, чтобы он рассказал о своих первых шагах на посту главы государства, ну и, конечно же, рассказали, что они ожидают от него. Например, вот председатель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил, что 21 апреля Украина выбрала нового президента, его основная задача — вернуть оккупированные территории и защитить страну от российской агрессии. Он отметил, что за предыдущие 5 лет Украина получила безвиз, энергетическую независимость, добила санкции против России, улучшила финансирование своей армии и многое другое. Эти достижения надо защитить. Сфера ответственности президента четко прописана в Конституции. Безопасность, армия, защита прав и свобод, внешняя политика. И президент обязан придерживаться основного закона, где теперь четко указано, что Украина идет в НАТО и ЕС. Такова воля украинского народа, сказал глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак. Ну, мы обсудим вообще, что ожидает Украина от господина Зеленского, от нового президента Украины. И сейчас с нами на связи Олег Саакян, украинский политолог, глава платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый координационный центр». Олег, приветствую вас. Добрый вечер. Олег, на ваш взгляд, вот с точки зрения оккупированных территорий, вопроса оккупированных территорий, до части Донецкой и Луганской области, а также аннексированного Россией Крыма, какие ожидания, есть ли такие ожидания у украинцев по отношению к новому президенту, ну вот пока что кандидату еще в президенты, Владимиру Зеленскому, который, вероятнее всего, станет президентом Украины на следующие 5 лет? Безусловно, конечно же, есть ожидания в целом в обществе, как с оккупированных территорий, так и на контролируемых территориях, поскольку, конечно же, проблематика войны является на сегодняшний день самой основной. И здесь, конечно, важно обозначить, что ключевой момент, который можно выделить, это именно ощущение тревоги, которое есть у всех граждан Украины, связанное с войной, ввиду того, что у нас до сих пор нет четкого ответа, каким образом мы освобождаем территории, каким образом мы противостоим сегодняшним безопасностным угрозам, которые связаны с российско-украинской войной. Поэтому здесь вопрос к президенту – это четкие ответы на эту проблематику. Каким образом он видит, какие инструменты он видит, какие приоритеты он видит в этом направлении. И, в принципе, кое-какие вещи мы уже видим из озвученных Зеленским. Например, первое, четко было заявлено, что он не будет инициатором военной операции по освобождению оккупированной территории как Востока, так и Крыма. Соответственно, это уже некая ценностная установка. Раз. Два, он говорил о том, что он видит на сегодняшний день ключевой приоритет – это информационная война, в которой мы должны предоставить людям на оккупированной территории альтернативную правдивую информацию, прежде всего на русском языке. Соответственно, он видит правильным создание международного вещателя русскоязычного для того, чтобы предоставить эту информацию. Также на иностранную аудиторию о происходящем в российско-украинских отношениях в разрезе оккупированной территории. Также это третий момент, который он освещал, это выплаты пенсий, которые он считает, что мы должны любыми способами постараться возобновить на оккупированной территории, вернее, людям на оккупированной территории. И тут это будет тоже камнем преткновения и достаточно серьезным вопросом для дискуссии относительно того, каким образом это возможно сделать.
И также параллельно было озвучено, что он остается на позициях евроинтеграции, интенсивной евроинтеграции, интеграции в Евроатлантический безопасностный союз. Параллельно с этим также было обозначено, что никакой сдачи суверенитета, никакого признания территории российскими или еще чего-либо точно не будет. То В есть, принципе, вот да, на это... ваш взгляд, получается, что политика Украины по отношению к оккупированным Россией территории и к аннексированному Россией Крымом, она не меняется? Да, и судя по реагированию российских медиа и российского политикума, в частности, заявление Медведева было, и мы можем это отследить по федеральным каналам российским, то они несколько в растерянности находятся, поскольку, конечно, в их понимании с приходом Зеленского должна была бы ситуация измениться на более мягкую для России возможности достижения неких своих геополитических целей, но красные флажки, которые были очерчены украинским обществом и красные линии, они во многом уже сформировали повестку, в которой даже при каких-либо обстоятельствах, ну, предполагаем себе, Россия начинает очень серьезное давление на президента Зеленского. Или они ставят безопасностный ультиматум относительно возможности там, применения авиации более широких боевых действий. Что какие-то такие вещи ранее могли бы, возможно, подействовать для того, чтобы достигнуть своих геополитических целей, то сейчас четко видно, что общество этого не воспримет, и президент Зеленский, даже если бы у него было персональное желание, не сможет на это пойти, иначе он просто перестанет быть президентом. Да? Как очень часто шутят в Украине, что в таком случае можно покупать себе билет с открытой датой на Ростов. На ваш Поэтому... взгляд, кстати, да, Олег, это связано с украинским обществом, вот действительно с глубинными вопросами и потребностями украинского общества, или просто вот с такой конъюнктурой, которая складывается с тем, что если так произойдет, то действительно этого не простят. Ну, а вот кто не простит? Не простит общество. Если мы посмотрим социологию, то она, с одной стороны, демонстрирует некие парадоксальные вещи, а с другой стороны, при, как мне кажется, более глубинном изучении показывает как раз сегодняшнее состояние дел. Например, лояльность украинского общества и хорошее отношение к россиянам, оно повысилось с 52, если не ошибаюсь, до 55%, согласно последним исследованиям того же КМИСа. Также мы видим, что при этом, например, и декларируя тему войны как основной болезненный фактор на сегодня. При этом большинство выступает за мирное урегулирование, дипломатический механизм урегулирования. Но если идет речь, признать ли территории оккупированными, то здесь точнее, признать ли оккупированные территории России, абсолютное меньшинство, абсолютно минимальное количество людей соглашаются с этим. Большинство абсолютно не готово на такие шаги. А если идет речь об отвоевывании территории, то, опять же, меньшее количество людей согласны с этим сценарием, но при этом и отдавать никто не будет. Я напомню нашим, кажется, я напомню нашим радиослушателям, Олег Саакян, украинский политолог в эфире радио Крым Реалии. Олег, в чем проблема, вы говорите? Как по мне, проблематика в том, что запрос на однозначное отношение к войне и на конкретные ответы от государства не был удовлетворен. И фактически мы на сегодняшний день стоим в ситуации, когда война стала фактором тревоги в обществе, даже не предметного страха относительно чего-то, а просто тревоги, что может быть некая неоднозначность и может быть хуже. Тем более избирательная кампания с раскачиванием эмоций страха, она, конечно же, это усилила. Соответственно, здесь стоит запрос к новоизбранному президенту и к власти в целом сформировать образ победы и образ мира. То есть, что такое есть победа в украинском понимании? Это, условно говоря, это сожженный Кремль или же это доход до российско-украинской границы? Победа – это освобождение Крыма или это обеспечение невозможности реванша Российской Федерации военного? Ну, в общем, что такое есть эта победа? И точно так же, что есть мир на украинских условиях. В таком случае можно подбирать стратегии и прочее, но ключевое здесь, что в обществе тогда появится объединяющая цель, которая связана с ответом на проблематику войны, которая сможет сплотить общество и дать почувствовать плечо своих соратников, почувствовать плечо в рамках своего общества
в противостоянии этим Мгм. угрозам. А на Олег, сегодняшний день да, эта угроза размыта беспредметно, и общество находится из-за этого в болезненном состоянии Олег, травматическом. давайте такой вопрос еще. Сегодня, не сегодня, значит, специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что поддерживает прямой диалог победителя президентских выборов в Украине Владимира Зеленского и лидера России Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью NewsHour для американской службы общественного вещания. Цитирую: «Я думаю, то, что Зеленский сказал о конфликте и о своем подходе, сейчас абсолютно правильно. Он твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он хочет вернуть землю. Он не собирается отступать от этого. Для Украины и России важно иметь непосредственное обсуждение, и поэтому я думаю, что его желание разговаривать с Путиным – это правильное дело, а не плохое». На ваш взгляд, вот если такое состоится, если действительно состоится разговор нового президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, как это все отразится вообще на положении дел, ну, не знаю, на рейтингах нового президента, если так можно говорить, вообще на его поддержке украинским обществом? Потому что вот за это время прямых переговоров мы не видели между президентом Украины, или практически не было, да, таких переговоров президента Украины и президента России. Не, но они в любом случае, такие переговоры должны состояться на одной из международных площадок, то есть То есть это это не... не вопрос полета Зеленского в Москву и встречи в Кремле, либо прилета Путина в Киев и встречи на Банковой, конечно же. Поэтому в любом случае здесь будут международные посредники, которые обеспечат легитимность и легальность площадки, на которой они встретятся. Скорее всего, это будет нормандский формат, в рамках которого они увидятся. Раз. Два. Здесь важно, что задается коридор действий для Российской Федерации. Фактически и господин Зеленский, и господин Курт Волкер четко очертили, что никаких переговоров с марионетками быть не может, что это является российско-украинской войной, и поэтому, конечно, встреча может быть только в двухстороннем либо многостороннем формате, но за действием лидера России и президента Украины. Фактически на этом сакцентировал внимание господин Курт Волкер. Вообще эта ситуация с избранием Зеленского, она, конечно, во многом спутывает карты для России, для российской пропаганды в плане маркирования и навешивания ярлыков на Зеленского. Ведь старые маркеры там бандеровца, фашиста, еще кого-то там нехорошего человека на Зеленского не клеится, потому что он пришел оппозиционно к Порошенко, которого всеми этими, в понимании россиян, негативными словами заклеймили еще раньше. Но с другой стороны, и объяснить российскому обществу, почему же тогда Зеленский точно так же, как и Порошенко, как и львиная часть украинского общества, выступает за украинский суверенитет, не готов признавать Крым российским и прочие вещи, российской пропаганде тоже сложно. Ведь он однозначно воспринимается как позитивный персонаж в российском медиапространстве. Соответственно, российского обывателя будет очень серьезно, знаете, этот ус отклеиваться, когда им начнут рассказывать про украинского бандеровца и фашиста Зеленского, который вообще-то как бы еще и этнический еврей, да, а мы понимаем, что в данном случае как бы тезис про фашиста или нациста еще сложнее приклеить. Поэтому, конечно же, здесь очень сложно будет информационно освещать Россию. И сейчас мы как раз будем наблюдать вот это вот прощупывание поля относительно тех, какие же ярлыки можно приклеить к Зеленскому для того, чтобы обвинить в саботаже того же Минского, Панорманского, либо какого-то другого формата. Спасибо вам. Олег Саакян был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии, украинский политолог и глава платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый координационный центр». Мы продолжаем программу радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский. И далее будем говорить с Юлием Несневичем, российским политологом. Юлий Анатольевич, здравствуйте. Юлий Анатольевич, добрый день. Вы слышите нас? Я слышу. Ага, вот сейчас услышали, спасибо. Юлий Анатольевич, скажите, как меняется вообще, если она меняется, риторика официального Кремля и риторика российских медиа по отношению к Зеленскому? Есть ли какие-то вообще особые ожидания от нового президента Украины? Ну, во-первых, риторики, я имею в виду официальной риторики по отношению к Зеленскому в России пока нету. Российская власть пока, в общем, так сказать, молчит в основном. Ну, было выступление Медведева по поводу того, что есть какие-то надежды. Но официальная власть молчит. У меня такое ощущение, что пока не принято решение, как вести себя в этой ситуации. Другая история с медиапространством. У нас, на самом деле, медиапространство
ну там пропагандистская часть, она опережает официальную часть обычно, и когда уже официальная часть даже жмет на тормоза, медиапространство продолжает работать в том ритме, в котором она задана. Поэтому в медиапространстве негатив против Зеленского, он уже давно заложен. И ваш коллега не прав. Тут ему уже, так сказать, его информационная точка, она с точки зрения медиа найдена. Что это, простите, пришел неразбериха в Украине, пришел какой-то никому неизвестный клоун. Вот это, так сказать, позиция, которая уже давно озвучивается на всех каналах. То есть это скорее такая негативная оценка, да? Безусловно, негативная. Безусловно, негативная. Я еще раз говорю, но это медиапространство. Только не надо забывать, что у нас вот эта пропагандистская часть, она иногда с запаздыванием реагирует на официальные команды. Официальных команд, похоже, пока не было. Мгм. Юлий Анатольевич, скажите, на ваш взгляд, вот мы сейчас говорили о том, что обсуждали заявление господина Курта Волкера о том, что было бы неплохо, на его взгляд, да, чтобы господин Зеленский встречался и разговаривал с господином Путиным. Другой вопрос, на каких площадках, ну и так далее. И таким образом, вот по мнению Олега Саакяна, украинского политолога, США демонстрируют именно то, что новому украинскому президенту необходимо договариваться по ситуации на оккупированном Донбассе не с марионетками, руководителями этих так называемых образований, а непосредственно с руководством России. На ваш взгляд, вот пойдет ли на такой разговор руководство России? Ну, во-первых, эта позиция, она не новая, она всегда была формулировалась и украинской властью, и, так сказать, европейской, и американской. Вообще Россия должна быть прямым участником переговоров. Это старая история, это не сегодня придумано. Это одна из ключевых позиций, почему вообще нет, так сказать, движения в взаимоотношениях. Россия категорически отказывается в таком формате разговаривать, потому что считает, что вопрос Донбасса – это внутреннее дело Украины. Это официальная позиция российского руководства. Я сейчас не про Крым говорю. С Крымом другая история, а по Донбассу. Поэтому принципиально ни на какие переговоры в ближайшее время российское руководство по Донбассу напрямую точно не пойдет. Не надо тут никаких иллюзий. А по Крыму? И по Крыму тем более. Крым там другая история. По Крыму российская позиция очень простая. Вопрос закрыт. И это официально декларируется. И никакие обсуждения Крыма ни с кем проводиться не будут. Так что тут не надо иллюзий, понимаете? Тут какие-то возникают иллюзии, что пришел какой-то новый президент, слава богу, так сказать, состоялись выборы, все замечательно, что-то изменится. Да? Пока у России сохраняется позиция, что Донбасс – это внутреннее дело Украины, а вопрос по Крыму закрыт, о каких переговорах может идти речь? Встречи могут состояться, но эти вопросы вряд ли будут обсуждаться. Спасибо вам. Это был Юлий Несневич, российский политолог. С ним мы говорили по скайп-связи. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня в центре нашего внимания ожидания от нового украинского президента. На данный момент Центральная избирательная комиссия обработала уже 100% электронных документов, и согласно этим предварительным таким результатам победу во втором туре президентских выборов получает Владимир Зеленский, за которого проголосовало чуть больше 70% пришедших на участки для голосования 21 апреля. Но связывают ли крымчане какие-либо ожидания с президентом Зеленским? Наши корреспонденты спросили у жителей, у нас так, мы послушаем сейчас, я надеюсь, все-таки, да, жителей Крыма, которых не готов у нас еще этот звук. Ну ладно, хорошо, тогда мы далее будем говорить с Анатолием Засобой, руководителем общественной организации «Крымская диаспора». Анатолий, приветствую вас. Добрый день. Анатолий, вот вы как крымчанин, есть у вас какие-либо ожидания от нового президента, которым, скорее всего, станет Владимир Зеленский? Ну, как говорят психологи, ожидание – это источник разочарований, поэтому я бы не рекомендовал в принципе людям иметь какие-то ожидания, потому что в перспективе велика вероятность, что они не оправдаются, и это чревато и тревогами, и фрустрацией, и прочими моментами. Хорошо, вы будете ли обращаться к новому президенту по вопросам, конкретно по крымским вопросам? Ну, наверное, не секрет была моя личная позиция, в отношении того, что я изначально
уже выразил, дал оценку работе действующего президента Петра Порошенко. Вот. И это не позиция крымской диаспоры как общественной организации, а моя личная, я это подчеркиваю. Вот. Ну и я уже в самом начале поддержал кандидатуру Владимира Александровича. Вот. Потому что нам действительно нужна другая, более оптимистичная позиция по и вопросу Крыма, и работе с внутренне перемещенными лицами. Поэтому еще в период предвыборной гонки мы уже дали свои предложения относительно работы с внутренне перемещенными лицами. В частности, особо нас волнует до местных выборов, которые запланированы пока что еще, да, на 2020 год, чтобы обеспечили право голоса для внутренне перемещенных лиц Крыма и Донбасса. Потому что этот вопрос для нас является краеугольным. Вы имеете в виду право голоса на местных выборах? Да, на местных выборах. Ну, собственно говоря, и на выборах, как мы видим, и президента Украины, и парламента, который состоится в этом году, право голоса для внутренне перемещенных лиц наряду с правом голосом для трудовых мигрантов надо эту историю перезагружать, потому что все мы наблюдали во время первого тура, второго тура, как почти 350 тысяч человек всего смогли перерегистрировать, да, обеспечить себе право голоса. Это всего 1% избирателей, но на самом деле мы же все объективно понимаем, что в разы большее количество людей, которые бы воспользовались правом голоса, если бы была другая процедура, да, перерегистрации. Поэтому это предложение, да, мы уже озвучили, потому что решение жилищных вопросов и решение вопросов трудоустройства все-таки ложится на плечи местных советов и местных чиновников. И до тех пор, пока у нас к гражданам Украины относятся все-таки как к электорату, а не как к налогоплательщикам, потому что по факту 2 миллиона переселенцев проживают сейчас в различных громадах, да, по всей территории Украины и являются налогоплательщиками и содержат эту власть на местах. Но тем не менее, де юре мы не являемся электоратом, то есть мы по-прежнему не интересны местным политикам, чтобы были разработаны местные программы поддержки внутренне перемещенных лиц. Объективно, да. Поэтому как только право голоса на местных выборах, чтобы избирать местных депутатов, мэров, глав ОТГ, да, уже в новой реформе, появится у переселенцев, так сразу мы надеемся на решение многих бытовых вопросов, в том числе и выделение земли, которым занимается, в частности, крымская диаспора. И мы точно понимаем за 3 года работы, что это упирается в электоральные способности переселенцев из Крыма и Донбасса. Вы хотите сказать, что просто переселенцы неинтересны, потому что они массово не принимают участие в выборах? Конечно, так и остается. Вы же посмотрите, многие кандидаты в этот раз тоже проиграли, именно из-за того, что, например, не сделали ставку на молодежь, потому что существует все время независимости некий стереотип о том, что молодежь не активна, да, и не приходит на избирательные участки. А в этот раз молодежь проявила свою активность, да, и тот, кто успел увидеть, да, в частности, кандидат Зеленский успел это вовремя разглядеть и мобилизовать, что немаловажно, молодежь, вернув ответственность за будущее этой страны. Это, конечно, положительный момент с точки зрения вот того, что мы наблюдаем тенденции к изменениям. Хотя ни тот, ни другой кандидат, объективно говоря, не уделил должное внимание вопросам внутренне перемещенных лиц на повестке дня в период первого тура, да, и второго тура. Да, собственно говоря, как и все остальные кандидаты, потому что, повторюсь, все-таки мы не настолько привлекательны, как электорат. А что касается серьезных требований к изменению, то я бы обратил внимание на Министерство по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, что за 3 года оно, к сожалению, абсолютно импотентно по-прежнему. Вадим Черныш является ставленником действующего президента Петра Алексеевича Порошенко. Отсутствие полной политической воли работать и поддерживать переселенцев в Украине, к сожалению, задекларировано лично президентом, да, и я как человек, который 5 лет занимается переселенцами, работает непосредственно в тандеме старается работать в тандеме с властью, я прекрасно понимаю политическую волю не интегрировать переселенцев. Поэтому должна обеспечена быть перезагрузка данного министерства, я имею в виду в первую очередь всю верхушку Министерства по делам переселенцев, для того, чтобы наконец-таки оно начало работать и приносить пользу реальным людям, а это, на минуточку, напомню, 2 миллиона человек из Крыма и Донбасса. Спасибо вам за вашу точку зрения. Анатолий Засоба, руководитель общественной организации «Крымская диаспора». Мы с ним говорили по телефону. И далее продолжаем программу. Будем говорить с Гаяной Юксель, советником министра молодежи и спорта по вопросам Крыма и членом Меджлиса крымско-татарского народа. Гаяна, приветствую вас.
Добрый вечер. Мы сегодня обсуждаем вообще, что ожидают в Украине, на оккупированных территориях Украины и соседи Украины от нового президента Украины, которым, скорее всего, станет Владимир Зеленский. На ваш взгляд, если можете, это может быть официальная позиция, а может вы скажите, это просто ваша позиция. Как вы планируете работать с новым президентом? Что вы от него хотите услышать? Каких действий вы от него хотите услышать и увидеть? Вы знаете, в данном случае, наверное, я выскажу собственное мнение, хотя это мнение будет отражать и позицию большинства членов Меджлиса, я думаю, что и коллег в министерстве. Собственно, от нового президента мы ожидаем то же самое, что и от старого. Вот вектор работы и вообще политика в отношении Крыма, она не может меняться в зависимости от того, кто выбран в стране президентом. Крым оккупирован, и Крым необходимо деоккупировать. Невозможно сейчас выходить и говорить о том, что работа в этом направлении может быть прекращена или работа может быть изменена. То есть, собственно говоря, то, что мы ожидали от старого президента, мы ожидаем и от нового. Если быть более конкретным, то это комплекс мер, направленных на деоккупацию Крыма и поддержку временно перемещенных особ, к которым мы все относимся, переселенцев. Если уже более конкретным, то принятие законов, которые были инициированы в последнее время, это и закон о коренных народах Украины, и о статусе крымско-татарского народа, это и изменение в статью 10 Конституции Украины, принятие необходимых законов и проведение работы, связанной с поддержкой наших политических заключенных, которые находятся на территории Крыма, и их семей. Проведение всех комплекса работ, связанных с вынесением проблемы Крыма, как временно оккупированной территории, на повестку дня внутреннюю и на повестку дня международную. Это если говорить в общем. То есть я хочу сказать, что мы, собственно говоря, работу по Крыму будем продолжать, вне зависимости от того, как сейчас поведет себя президент и его окружение, потому что Крым оккупирован, еще раз говорю, и по-другому быть не может. Спасибо вам. Гаяна Юксель, советник министра молодежи и спорта по вопросам Крыма, член Меджлиса крымско-татарского народа, была на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Вот такие мнения мы собрали на сегодняшний день. Я скажу честно, мне как журналисту на самом деле не хватает общения журналистов с журналистами господина Зеленского, потому что есть достаточно много вопросов. Например, Мустафа Джемилев, лидер крымско-татарского народа, тоже обращался к Владимиру Зеленскому с вопросами о Крыме. И, например, в ответах не прозвучал ответ на вопрос по крымско-татарской автономии. Что собирается делать новый президент и собирается ли он поддерживать это начинание? Надеюсь, что мы услышим, и фраза о том, что я вам ничего не должен, не будет касаться уже уже президента, когда он вступит в должность. Это радио Крым Реалии. Оставайтесь с нами. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Это радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский, Лена Римовская. Ну, еще здесь кто-то у нас есть. Пришел Стас Юрченко, и значит, что сейчас начнется разврат и шатание. Именно. Другими словами, пришло время дать голос им. Да, Александр Янковский. Кому Я им? про почитателей сайта Крым Реалии. Что Ну, же давайте. они выбрали как самое яркое на сайте за сегодня? На первом месте у нас мнение Заремы Сейтаблаевой. Письма крымчан. Страшно жить, еще страшнее болеть. Дальше цитата крымчан о качестве медобслуживания в Крыму. У крымчан создается стойкое ощущение, что на полуострове специально создана система, направленная на развитие частных клиник, а не привычных нам государственных медучреждений. Зачастую приходишь к специалисту, а он отправляет пройти обследование в платной клинике, так как у самих нет нужного оборудования. В общем, доктора в поликлиниках стали посредниками для направления клиентов в коммерческую медицину. А где же обещанное в 2014 году оборудование и качественное бесплатное лечение? Обещанного 3 года ждут, уже 5 лет прошло, а мы все так же пользуемся украинскими аппаратами УЗИ, лабораториями и прочим, и лекарства заказываем знакомым, едущим на материковую Украину. Многие уже смирились, что крымская медицина стала неэффективной и едут на материковую Украину. Проходить лечение там, как говорится, целее будешь. Второе место. Коллеги, я тоже хочу. Опрос Принимать Крым участие, Реалии да. под заголовком «Все будет окей. Крымчане о туристическом сезоне». С началом майских праздников в Крыму стартует и курортный сезон. Корреспонденты Крым Реалии отправились в Евпаторию и Симферополь, чтобы узнать, ожидают ли крымчане туристов на майские праздники, а также каким, по мнению жителей полуострова, будет туристический сезон 2019 года. Ответы на вопросы слушаем вместе с вами. Обязательно. С года в год. Есть поклонники, которые любят наш город, и вот с таких вот сюда ездят. А что его не любить? Я думаю, что да. Почему? Потому что уже вот у меня знакомые звонили, уже билетов даже нет. Трудно уже достать билет на май месяц. Ну, ждать-то, конечно, ждут. Будут, будут, конечно. Только сколько их будет, это уже вопрос. Потому что всегда есть желающие, кто приедет. Ну, мне кажется, еще в этом году еще, наверное, не будет еще столько туристов, как ожидается. Будут туристы или нет, еще обсудим в эфире радио Крым Реалии, а мы переходим к третьему месту, где оказалось мнение Виталия Портникова. Хоть коня, хоть шоумена. Дальше цитируем размышления Виталия о том, кто же и кого победил на выборах президента Украины. Сигнал, который олигархи послали этой избирательной кампании всему украинскому политическому классу, прост. Тот, кто не хочет с ними договариваться, не хочет их услышать. Тот, кто покушается на их собственность, не может рассчитывать на победу на выборах. Они могут ввести в президентский кабинет того, кого посчитают достойным. Хоть коня, хоть шоумена. И я не сомневаюсь, что этот сигнал уже услышан и усвоен. А значит, новый парламент будет находиться почти под тотальным олигархическим контролем. Так что украинское государство, пытавшееся из олигархической вольницы стать настоящим государством, разгромил непопулярный артист и неуставшие граждане. Его разгромили именно те, кто хочет, чтобы государство оставалось всего лишь инструментом их привилегированного клуба миллиардеров. Я потом это видео покажу Виталию. Александр. Хорошо. Испортила мне подводку к следующему месту. А здесь было: о, как нужно почитать текст на сайте Крым Реалии полностью. А вот на 4-м месте фоторепортаж «Украинские детали в российском Крыму». Я Вот тебя перебью, мне просто очень нравится, что ты готовишь заготовки, такое впечатление, как будто ты боишься, что если ты вот не будешь читать по своему начитанному сценарию, То мы у тебя отберем. Стас пишет себе сценарий сам, это важный момент, то ты можешь сказать что-то, что не должно попасть в наш эфир. Нет, все проще. Я хочу, чтобы вы говорили по написанному мной сценарию. Это Как же серый интереснее. кардинал. Понятно. Да. Так вот, фоторепортаж на 4-м месте нашего топ-5 «Украинские детали в российском Крыму. От указателей до рекламы». Дело в том, что 5 лет назад полуостров захлестнула волна замены украинских символов на российские. С государственных органов и учреждений исчезли сине-желтые флаги и таблички на украинском языке. Небольшая перебивка. Когда-то я фотографировал даже грузовик «Пошта», где просто закрасили чуть-чуть букву «Ш» и сделали «Почта». Чта. Да. Вот. На дорогах постепенно начали заменять украиноязычные указатели на новые русскоязычные. Подконтрольные Москве власти Крыма планировали заменить все визуальные объекты, связанные с Украиной. Но эта затея воплотилась лишь частично. На дорогах Крыма можно встретить старые указатели. А в самом Симферополе до сих пор встречаются те или иные знаки и символы, напоминающие о недавнем прошлом. Смотрите на них в нашей фотоподборке на сайте Крым Реалии.
Ну и закрывает топ-5 еще одно видео, на этот раз от наших коллег с проекта «Смотри в оба». Политический балаган, что в России говорили о выборах президента Украины. Да, это действительно очень интересно. За выборами в Украине пристально следили российские телеканалы. Как и во время первого тура, телевидение России продолжало осмеивать Петра Порошенко и показанный им результат, подчеркивая, что, цитирую, профессиональному политику жители Украины предпочли кота в мешке Владимира Зеленского. Что еще в России говорили о выборах президента Украины, послушаем отрывок из сюжета. Главное событие недели, главное событие сегодняшнего дня – это выборы на Украине. Срок Порошенко бесславно заканчивается. Этот второстепенный барыга так и не стал президентом. Членом высшего клуба думал только о своих карманах. Как говорит молодежь, давай, до свидания. Украинцы поют от радости, танцуют, выкладывают в соцсети видео, как они отмечают поражение Петра Порошенко. Пусть порадуются. Они не понимают, какую замечательную карту они вытащили. Кот в мешке получил, вежливо говоря, кота в мешке. Посмотреть это видео полностью и подумать, откуда же российские СМИ нашли все это и придумали, вы можете на сайте Крым Реалии. А мне более чем достаточно, ты знаешь, как бы вот этого. Ну давайте сделаем вот такую маленькую ремарку. Украинцы радуются тому, что в Украине бывают выборы. Мне кажется, иногда, особенно ведущим российских федеральных каналов, вот вообще не понять, да, что такое слово «выборы» значит. Выборы. А представляешь, там есть уже такие ведущие, которые, когда пошли в школу, был президент Путин, они закончили университет, был президент Путин, они пришли на работу, у них президент Путин, и выйдут на пенсию, у них тоже будет президент Путин. И где-то между этими еще был президент Медведев совсем Ну, немного. это не важно вообще, да. И во всех, и при всем, и что бы они ни делали, что бы он ни делал бы, господин бы Путин, он все равно будет их президентом, да. То есть, и не важно вообще их голос, довольство, недовольство и так далее. А я знаю, что важно. Важны крымчане, и что же их ждет в будущем. Давайте перейдем к нашему прекрасному блоку новостей будущего дня, где мы расскажем о том, что же ждет крымчан в самое ближайшее время. Ну, давайте. Почти половина крымских предприятий убыточные. А с веселых новостей нельзя было начать? Я выбрала самую веселую новость. Я знаю Лену, она вот всегда самые веселые новости. Я всегда защищаю крымчан до последнего, в отличие от вас. По данным Крымстата, более 40% крупных и средних крымских предприятий и организаций в январе-феврале текущего года работали с убытками. Сумма допущенных убытков увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на почти 18% и составила почти 680 миллионов рублей. По сравнению с январем-февралем прошлого года прибыль крымских предприятий уменьшилась на 5,5%. Продолжаем новости. Теперь новости не из Крыма, а из Севастополя. Оказывается, что Севастополь один из лидеров по приросту населения. По крайней мере, об этом идет речь в новом исследовании российского агентства РИА Новости. Наибольший прирост населения за последние 3 года зафиксирован в Севастополе, российских Ингушетии и Чечне. При этом лишь в 25 российских регионах численность населения за этот период выросла. В остальных 60 сократилась. В Севастополе, который возглавляет демографический рейтинг, численность населения с 16 по 18 год увеличилась на 6,5%. Показатель вырос за счет миграции. Всего в Севастополе, по данным на начало года, проживает 443 тысячи человек. Сам Крым оказался на 23-м месте рейтинга. Общее число жителей аннексированного полуострова на 1 января 2019 года чуть меньше 2 миллионов человек. То есть получается, что россияне, они бросают вообще свои регионы и едут в Крым, да, в аннексированный, получается так. Заниматься туризмом. Ну, не все. Но там много есть моментов, на самом деле, интересных. Тут стоит отметить, что мы вот каждый раз, когда берем тему, например, стоимости недвижимости в Крыму и Севастополе, всегда возникает вот эта тема, что в Севастополе почему такие высокие цены на недвижимость, потому что действительно интересуются недвижимостью в Севастополе, но не севастопольцы, а россияне. Это интересный, кстати, момент. Но на самом деле, на самом деле есть еще один очень интересный момент, опять-таки из разговора с руководителями агентств недвижимости. Очень многие россияне хотят купить жилье у моря, да, там в районе, предположим, 50 тысяч долларов, условно говоря, желательно в пешей доступности от моря, ну как пешей доступности от моря, чтобы 2-я улица максимум была, да, и при этом они очень не понимают, почему там цена получается на такую недвижимость на раз в 10 выше, чем то, что они себе нарисовали в своей российской голове. Ну такие вот просто-напросто люди почему-то думают, что Крым остался таким же доступным курортом, как он был для них, когда они приезжали туда до 2000
2014 года, и все было достаточно дешево. Странные они люди. Да, и не говори. Могли бы и дальше приезжать в свободный Крым, но не захотели. Ну, окей, и продолжаем, значит, программу. Вот, у нас какая замечательная новость. Аварийные службы ЖЭКов. У ЖЭКи есть аварийная служба, и вот эта аварийная служба, она теперь будет в Крыму работать по-новому. Теперь на звонок в аварийно-диспетчерской службе должны отвечать в течение 5 минут. Если не ответили вовремя, то сотрудники ЖЭКов должны сами в течение 10 минут перезвонить собственнику квартиры. На локализацию повреждений систем водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения дается полчаса. Полчаса это от момента звонка или как? Полчаса это на момент устранения проблемы, понимаете, Лена? На устранение проблемы ровно 3 дня дается. А на локализацию повреждений имеется в виду. Вот ты позвонил, тебе в течение 5 минут должны ответить. Ты говоришь, у нас труба прохудилась. Так вот, тебе, значит, в течение полчаса должны просто-напросто отрубить твой дом от водоснабжения. А на устранение проблем уже дается ровно 3 дня. Вот потом в течение 3 дней тебе дается, ну, то есть тебе, всем дается, да, как бы всем службам дается время на устранение этой проблемы. Для очистки мусоропровода и водопровода по новым правилам отводится 2 часа. Помимо звонка, служба должна принимать голосовые, электронные заявки, рассматривать их также за 10 минут. Вот это, я думаю, будет самый интересный момент, когда как будут принимать голосовые сообщения и электронные сообщения. Но, видите, нововведение касается и сотрудников ЖЭКов. Сантехник, слесарь или представитель других служб должен иметь бейдж с ФИО, это фамилия, имя, отчество, да, форменную одежду и бахилы. Я поддерживаю бахилы. Вы когда-то вызывали сотрудников ЖЭКа домой? Боже упаси. Нет. Но у них даже мысли нет, как бы снять обувь никогда. Форменная одежда это как? Вот в чем они должны быть? В бахилах. Погоди, Я себе вижу чувака из я Супер говорю, Марио. что я поддерживаю бахилы, а вот форменная одежда, ну как, ну, чтобы... Вот в какой бы одежде ты чтобы, хотела, чтобы понимаешь, к тебе пришли сотрудники когда ЖЭКа? ты открываешь дверь, и ты ждешь сотрудника ЖЭКа, желательно было бы, чтобы, открыв скалкой дверь... в руке. Сотрудник ЖЭКа звонит дважды. Ну, подождите, но желательно, чтобы, открыв дверь, ты понял, что это сотрудник ЖЭКа, а не твой Я и так сосед сейчас снизу, понимаю. который, простите... Без бахил, если я вижу ватника, я прекрасно понимаю, что ко мне пришел сотрудник ЖЭКа. А вы тут хотите, вообще, я не знаю, что-то какое-то... Что вы хотите Мы вообще хотим делать? Европу. Европу хотите, да? Бахилы Что? будут вам. И при этом сотрудник также обязан приходить не с пустыми руками. Вот это я тоже А поддерживаю. боярышником? Да, а со всем оборудованием, необходимыми материалами для ремонта. То есть с боярышником. Да, то есть, в принципе, он как раньше, вот я помню, приходил ко мне сотрудник ЖЭКа в Симферополе и говорил там, вот, а мне надо, чтобы подлечиться, как бы. Теперь он должен за свои деньги, наверное, будет все это покупать. Интересно, как это получится. Ну что, дальше едем. Да, мы успеем. Есть еще не одна мы прекрасная успеем, новость. успеем. Правоохранители провели рейд в подпольном казино в центре Симферополя. А у меня Стас. новость была лучше. Жаловаться в Крыму стало проще, но расскажем мы про казино. Задержали 1,5 десятка человек. Подпольное казино работало в одном из частных домов в центре Симферополя. Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, правоохранители явились в подпольное заведение во время турнира по покеру. По оперативным данным, за одну рабочую смену доход казино составлял до 20 тысяч рублей. Заведение работало 3-4 раза в неделю, при этом игры проходили в режиме строжайшей секретности. Все, программа «Крымский вечер» работает 5 дней в неделю, не 3-4 раза в неделю. Без боярышника, который, кстати, в России собираются запретить продавать Но с Александром ночью. Янковским, Еленой Еленой Римовской и иногда Стасом Юрченко. Юрченко. Спасибо, что вы были с нами.